369 жилых домов сняли с кадастрового учета в этом году. В 2022 таких было 668. Цифры озвучили в региональном управлении Росреестра. Процедуру эту проходят те жители региона, кто готовит участки к новому строительству или бывшая постройка была уничтожена, к примеру, в результате пожара. Государственная регистрация прав, ну и как учет тоже, построена на заявительном порядке. Пока собственник не предпримет каких-то действий, то есть не подаст заявление, то есть в большинстве случаев объект по-прежнему будет находиться, даже несмотря на то, что он фактически снесен, он будет находиться в реестре. Госпошлина за снятие объекта с учета не взимается, а вот работы кадастрового инженера оплатить придется. И здесь цифры колеблются в рамках 3000 рублей. Сумма для многих сельчан не маленькая. Возможно, именно это многих и останавливает. Но без документов от кадастрового инженера процесс просто не запустят. Акт обследования – это документ, который в силу закона подтверждает отсутствие объекта на местности и, соответственно, будет являться для управления Росреестра основанием для внесения записи о прекращении прав на дом и о том, что такой объект не существует. Сегодня в реестре 62 139 индивидуальных домов. А вот сколько из них стоят нежилыми и портят внешний вид населенных пунктов, точно посчитать невозможно. Официальной переписи просто никто никогда не проводил. Хотя такой черный список, к примеру, есть в Усть-Куломе. Здесь больше 20 таких объектов. В целом по району их количество переваливает за 200. Если собственник действительно имеется или имеется наследник, практически действий применить очень сложно в отношении этого дома. Остается только разговор, убеждение, обращение к наследнику или к собственнику с тем, чтобы администрация помогла где-то с работниками, где-то с вывозом этих материалов, которые необходимо разобрать. В селе Палаус Сысольского района 30 домов стоят без хозяина. Разговоры с собственниками власти стараются вести, но толку от таких бесед немного. И ведь мало такой объект снести, потом еще и вывозить куда-то нужно остатки от былого строения. Опять же стоит вопрос, а куда все это убрать? Полигона нету, сжигать нельзя по пожарной части безопасности. Ну, я понимаю, что можно там стены убрать на дрова и что, а остальное куда все делать? Все остальное, вот фундамент, куда вот это выносить? Поэтому эта проблема, конечно, очень большая. И денег на это в бюджет не закладывается. Если только, опять же, пойти на народный бюджет. С помощью народного бюджета очистить от деревянного хлама в следующем году удастся 3 населенных пункта Перелузского, Троицко-Печорского и Карткировского районов. Так в Сторожевске, наконец, снесут бывший пункт полиции и остатки сгоревшего жилого дома. Стоимость работ – 800 тысяч рублей. Суммы для сельских бюджетов неподъемные, и без помощи республики навести порядок на сельских улицах точно не получится. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Олег Юшков, Владислав Кульчицкий, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.